Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun bizning mehmonda Qozog'iston chempioni Ushu sandadan Iminjanov Karimjan kelib o'tamoqda. Suhbatimizni boshlamasdan burun o'zingizni tanishtirib o'tib ketgan bo'lsangiz. Ассаламу алейкум, меня зовут Иминджанов Карим, я 2003 года, с Алматы, Султан Кургана, район. Занимаюсь ушу санда. Я хотела тебе задать вопрос, тебе это любительский, или ты с детства мечтал к этому спорту, или тебя отец заставил, чтобы ты пошел в этот спорт? Изначально в 6 лет отец привел в спортзал, после у меня появился интерес, и я занимаюсь уже на протяжении 15 лет до сих пор. Работу совмещаю со спортом, так и спорт не бросаем, тренируемся. Молодец. Еще один вопрос, ты хочешь продолжить этот спорт или же любительский? В дальнейшем ты до конца пойдешь в этом спорте? Да, планирую до конца идти. Сейчас тренирую тоже детей у нас, тоже в спортзале. Также совмещаю тренировки и планирую идти также по тренерской карьере и также спортивную карьеру вести. Пока не добьюсь каких-нибудь больших результатов на мировых уровнях. Да. А вообще у тебя есть в дальнейшем какое-нибудь желание остановиться или идти до конца в этом спорте? Есть желание идти до конца, продолжать этот спорт. Я хочу показать результат на мировых уровнях. Молодец. И вообще сейчас мы знаем то, что вы чемпион нашего Казахстана, да? Какие еще достижения вы дошли до этого? Первое, когда ты получил медаль, во сколько лет ты получил этот медаль? Первое место было или второе место было? Первую медаль я получил, первое место. Я поехал в город Тарас, мы выступали там, я выиграл 3 боя и получил первое место. Это сколько лет вы? Мне было 7 лет, если не ошибаюсь. Молодец. 23 килограмма весил. Молодец, молодец. Очень хорошо. Твои эмоции, когда ты получил первую медаль, первое место, это же очень хорошая же эмоция, медаль. Да, честно сказать, не помню эти эмоции. Вообще не помню. После уже дальше, когда начал выигрывать, уже после вторые соревнования в городе были, чемпионат города, их выиграл. Тут уже были эмоции получше. Тогда я был маленький, не понимал, больше по родителям скучал, когда уехал. Мне 7 лет было. Поэтому второй раз, когда выиграл, уже там эмоции были. Их не передать. Да, это уже другие, да, бывает. Вторая медаль у тебя тоже первое место, да, золотую медаль, да, получил. Это у нас в Алмате или тоже? В Алмате, да, это были вторые соревнования. Тоже, да, выиграли? Молодец. Теперь чемпионат мира, это где у вас было? Можете на чемпионат мира я не ездил, я ездил на чемпионат Азии. Он проходил в Брунее, Дарус-Салам город. Мы там проходили. Там тоже, да, первое место? Нет, там, к большому сожалению, я проиграл. Не получилось, чуть-чуть не доработал. Надеемся, на следующий год или же еще есть время, еще получить. Время. Да. Спасибо. Каримжан, я хочу тебе задать еще один вопрос. Ты любишь, да, заниматься ушу-санда, да? В дальнейшем у тебя ты хочешь прям остаться в этом ушу-санде или еще хочешь какой-нибудь вид спорта добавить? У тебя есть желание такое, например? Добавлять другой спорт желания нет. Я начал у одного тренера заниматься и планирую до конца оставаться в этом. Ты говоришь, ты выступал и карате, и всяких в этих спортах, да? Именно в этих всех спорт, именно тебе ушу-санда, да, нравится, да? Самый любимый спорт вида, да? Да, по сути, сейчас видите, мы тренируемся именно ушу-санда, и у нас цели, допустим, по рукопашному бою я выиграл чемпионат Азии. Без проблем я их выиграл, а чемпионат Азии по ушу-санда тяжело было, не получилось, поэтому мы в целом тренируемся ушу-санда и планирую до конца идти по ушу-санда. А если есть где-нибудь соревнования, почему нет? Выступим. Конечно, нет. Теперь смотри, ты сейчас в данный момент занимаешься ушу-санда, да? А вообще ты поступил куда-нибудь, учишься? Есть дополнительный, ты же сейчас вначале говорил, работаешь, совмещаешь работу с спортом, да? Да. Или ты только просто чисто занимаешься спортом и работаешь? Работаю и тренируюсь. Да. Я в универ, в колледж не поступал, 11 классов закончил и начал дальше тренироваться.
И я параллельно тренирую. Нас поддерживает тренер, нам спортзал выделил, мы 30 учеников есть уже. Показывают результаты тоже такие же маленькие дети, как и мы были раньше. Тренируются, там тоже получаем оттуда зарплату. Ну, хорошо. Значит, как бы с тренером вместе вы помогаете и маленьким поколениям заниматься этим спортом, да? Да, мы тренируем тоже, нас как бы тоже тренер в этом плане поддерживает. Мы нам, спортзал выделил и там груши, оборудование, все. Ну, все условия для тренировок делает. Мы приходим в 6:30, тренируем до 8, с 8 остаемся сами, дальше тренируем. Мы уже тренируемся сами. В итоге в 12 часов дома мы. Молодцы. А где находится ваш спортзал? Как бы, если есть, например, после нашего выступления, может быть, какие-нибудь молодые могут как бы к вам присоединиться, как бы заняться этим спортом. Можете, да, коротко сказать? Да. Ваш адрес, ваш этот? Находится на Сельская, 63. Сзади кафе Кахети. Раньше Ясмин кафе было. Угу. В Султан-Кургане она находится. Это внизу в подвале, да? Который? Нет, он наверху сейчас. Наверху. И внизу в подвале тоже зал. Там 2 спортзала получается. Да. А любое время могут и молодые, И также взрослые. Взрослые, да, конечно. могут прийти? Ну, не в да? любое время. Зал открывается с 6:30 до 11 открыт. Спасибо большое. А вот ты говоришь, как бы папа, да, тебя вот привел в этот спортзал? А вообще с детства ты прям хотел это как бы заняться спортом? Ну да, я занимался дома, да, сам, как бы там побегаешь, там груша стояла, грушу бил туда-сюда. И Ну, детский интерес, да, такой детский был? интерес был. Просто момент был, я на улице подрался, чуть-чуть по башке настучали, домой пришел со слезами. И отец отправил, сказал, иди, пока не выиграешь, не придешь. И вот после этого уже задумываться начал, куда можно, где. У нас в школе тэквондо тренировали. Думал туда. Пока думал, отец уже нашел зал. И вот до сих пор я в этом спортзале с этим же тренером. Поддержал отец, как бы, да, пойти Да. в этот спорт, да. Хорошо, спасибо большое. И теперь еще один вопрос. Вообще, с детства, как бы ты же говоришь, вот отец помог, да, вот с этого. А теперь у тебя в семье есть братишка или брат, как бы? У меня нет, у нас 2 в семье, у меня сестра только родная. Угу. Спасибо. Карим, я хочу тебе еще один вопрос задать. Как бы, вот ты любишь заниматься ушу-сандо, да? Кроме ушу-сандо у тебя в жизни, вот тебе 19 лет, да? Вот есть, у каждого молодого есть свое, как бы, мечта или же хобби. В твоем жизни есть какой-нибудь, кроме ушу-сандо, есть бы у тебя хобби в жизни? Есть, я работаю барбером, я постригаю. Молодец. Вот, это хобби. Как бы с 10 до 6 я в парикмахерской, с парикмахерской вышел, пешком прошелся и до спортзала тренироваться. И так каждый день. И это твое хобби, как бы ты любишь эту работу тоже, да? Да, я люблю эту работу, работаю. Она тоже находится тут у нас в районе. Называется «На районе». На районе, да? Спасибо большое. Теперь смотри, я хочу задать тебе еще один вопрос. Ты как бы слышала или знаешь про Яшла Авазы? Ну, я как бы один раз вот в парке в Военноблаке мы с друзьями стояли, и к нам подошли, тоже интервью брали, вопросы задавали. Я вот оттуда начал узнавать. После потом, вот мы на соревнования ездим куда-нибудь, где-нибудь первое место берем, нас закидывают тоже Яшла Авазы. Потом недавно на соревнованиях тоже снимали, там закидывали. Ну вот с этих русла знаю я. А с какого года ты знаешь? Честно сказать, не помню. Ну, мне лет, наверное, 14-15 было. Ну, в течение 3-2 лет ты знаешь Яшла Авазы. Да, можно сказать так. Что бы ты пожелал Яшла Авазы и дал бы как бы мотивацию какую-нибудь для наших молодых? Но молодежи хочу что посоветовать. Приходить больше в спортзалы, тренироваться, больше времени в спортзале проводить. И наш зал всегда открыт для вас. Приходите. Сельская, 63. У нас в зале 5 тренеров. На любой вкус и цвет можете приходить и тренироваться. Заниматься всегда хорошо. Всегда зато как бы... У меня недавно случай был, просто недавно на улице тоже вот. Шел я с женой, и там кто-то начал кричать,
в целом, да, я уже не боишься и приходишь и говоришь... Помогаешь. Не то, что помогаешь, как бы, как вам сказать, уже ты можешь постоять за себя и за свою жену, и, ну, в общем, в целом за семью свою. Как бы спорт для этого и нужен, мне кажется, чтобы когда-то в дальнейшем, когда ты вырастешь... Самозащита. Ну, самозащита, да, и в целом, чтобы как бы идешь с Защитить, девушкой, да. допустим, кто-то до тебя там лезет, докапывается, а ты тут уже можешь сказать, и у тебя есть спорт, он укрепляет, как бы и дух есть, закаляет это все в целом. И спорт, в общем, помогает. Нет минусов в этом спорте, Да, во всех спортах. конечно. Каримжан, спасибо, что пришли в наш интервью, не отказались. Hürmetli кайрындашлар, bizden кәсіп игілері, жалынышы дол, bizden бірге болуңла. Рахмет.